когда власть и оппозиция меняются местами, все происходит то же самое. Да? Ну, по-честному. Да? Значит, часть людей, которые сегодня упрекают власть в том, что чрезмерно расширяя сотрудничество с Россией, они ставят под риск национальные интересы, ну, чтобы не сказать, предают национальные интересы, потому что сейчас Россия захватит. Некоторое время назад, всего-то в 2014 году, были носителями необходимости расширять стратегическое партнерство. И подписывали соглашение. А часть тех, кто сегодня за расширение, выступает публично за расширение стратегического сотрудничества, тогда в 2014 году перекрывали им дорогу с плакатами, значит, «Не пустим предателей Родины». Да? Это действительно означает, что ни у тех, ни у других никаких антироссийских настроений нету. Россия просто используется, ну или вот этот страх используется как инструмент внутриполитической борьбы. Но к чему это приводит? Почему, на мой взгляд, это плохо и надо находить способ выходить из этого тупика? Потому что, во-первых, в результате этого большое количество решений не принимается. Вот вы задавали вопрос, все ли эффективно, да? Ну, чтобы совсем честно, я скажу так. Да, я вижу, как целый ряд правильных, понятных решений, и мы видим, что наши партнеры с абхазской стороны разделяют. То есть нет никакого непонимания, нет никаких там противоречий. То есть мы понимаем, что это надо сделать, и наши коллеги понимают, что это надо сделать. И решение откладывается. Да, а причина очень простая. Потому что как только ты это начнешь делать, тебя тут же атакуют. Тут же обвинят в продаже национальных интересов.